педагоги школы. Мы приветствуем наших дорогих гостей. Можем разделить эти эмоции друг с другом. Недаром говорят, что школа – наш второй дом. Отбросив все дела, вы все пришли к нам на огонек. И стены нашей школы спешат принять вас тепло и радушно. Сегодня нашей школе 60 лет. Восьмилетняя школа номер 25 была открыта в декабре 1962 года. Строила школу бригада плотников СМУ-3 под руководством Первушина Иннокентия Петровича. В 1989 году по ходатайству администрации школы, родительского комитета и на основании решения исполнительного комитета Якутского городского совета народных депутатов от 27 сентября 1989 года за подписью Павла Павловича Бородина школа была реорганизована в среднюю. В сентябре 2002 года школа получила арочный спортивный зал площадью 764 квадратных метров, а в 2003 году школу и спортивный зал соединили теплым переходом. 9 декабря 2003 года государственное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа номер 25» переименовано в муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа номер 25». И 9 золотых медалистов. Приветственный танец в постановке и исполнении учителя английского языка Сыроватской Татьяны Витальевны. Меня зовут Любовь Львовна Жиркова. Я заместитель директора по содержанию образования средней общеобразовательной школы номер 25 городского округа города Якутск. В этой школе я работаю 4-й год. Сегодня очень знаменательный для нас день, историческое событие, когда школе исполняется 60 лет. Мы сегодня пригласили очень много гостей, выпускников, всем очень рады. И к этому юбилею мы шли уже давно, готовились, прошли очень хорошие, интересные мероприятия в рамках юбилейных мероприятий. И хочется пожелать, конечно, всем нашим выпускникам, родителям, успешной работы, учебы, созидания, благополучия, здоровья. Они отдавали все свои силы, ум, энергию и любовь в своей родной школе. Первым директором нашей школы до 1966 года был Молод Сергеевич Слепцов. Более 20 лет школу возглавляла отличник народного просвещения Березовская Римма Дмитриевна, которая продолжила работу по созданию творческого работоспособного коллектива учителей и учащихся. После перехода Риммы Дмитриевны в школу номер 7 в 1989 году директором была назначена выпускница нашей школы, отличник образования Республики Саха-Якутия, почетный работник общего образования Российской Федерации Хвостолева Светлана Юрьевна, которая проработала до 2013 года. С 1993 года по 1996 год директором школы была назначена Комарова Альбина Арсеньевна на замену Светланы Юрьевны. Сейчас слово предоставляется человеку, на плечах которого лежит вся ответственность за нашу школу с 2013 года. Человеку, который делает все, чтобы наша школа развивалась и процветала. Слово для приветствия предоставляется директору школы Захарову Ивану Юрьевичу. Уважаемые ветераны, коллеги, почетные гости, мы рады видеть вас в этот радостный день, в день 60-летия нашей родной школы. Давайте похлопаем друг друга. Сейчас немножко прозвучала
показали историю нашей школы в картинках и показали, да, вот, нашу школу. Действительно, мы все помним каждого ветерана, ценим ваш преданный труд. Эти директора, начиная с Молота Сергеевича, Молот Сергеевич создал эту школу, работал с нуля, работал над созданием школы, над коллективом. Рима Дмитриевна, уважаемая Рима Дмитриевна Березовская, более 20 лет возглавляла эту школу до 1989 года. И в эти годы самые школы гремела по городу Якутску. Своими учениками, своими учителями. Когда была 8-летняя школа, наши выпускники все в основном шли в физмат-классы 29-ю школу. Одна из выпускниц присутствует здесь. Покажитесь, пожалуйста. Действительно, вот... И вот с 89 года школой руководила наша тоже любимая, уважаемая Осталева Светлана Юрьевна. Тоже очень долгие годы она работала здесь, и она встретила школу в самые сложные годы. Молодые годы приняла школы, и за время работы она сохранила преемственность. Почему? Потому что здесь, вот, при ней работают и до сих пор работают выпускники школы учителями. Людмила Михайловна Чинякина, почетный работник общего образования Российской Федерации. Сестры Поперечья, сейчас Изольда Вячеславовна Ильянова, учитель Черчения, тоже почетный работник общего образования России. Поперечья Елена Вячеславовна, сестра, учитель начальных классов. Бознер Елена Игоревна, почетный работник общего образования Российской Федерации, учитель математики. Несмотря, что школа аварийная, деревянная, был дух преданности школе, дух дружбы. Есть над чем работать. Наш Петахан Арсений Сергеевич ставит задачу в 2024 году попасть в 15 лучших регионов по качеству образования. И мы, каждый здесь сидящий работник школы, независимый учитель, администратор, уборщик помещений, мы должны сделать все необходимое, чтобы наша страна участвует в специальной военной операции. Многие представители наших, выпускники есть. Я знаю некоторых выпускников, многие вы знаете. Наших учеников отцы и участвуют. Есть уже погибшие, работников в столовой есть погибшие. Мой родной брат участвует в специальной военной операции. И все-таки гремит нашим детям. То, что упущено в предыдущие годы, это не просто слова, это на самом деле вот эту работу мы должны очень сильно держать. Поколение мы знаем, с каким поколением работаем, но мы все равно должны все вместе во взрослой жизни. Декабрь месяц, мы 5 лет назад тоже считается день рождения декабрь месяц, поэтому вот декабрь все-таки мы встретились. Следующий год был лучше этого года. Юбилей нашей школы. Я был пару лет назад на юбилее школы и увидел случайно эти альбомы. Ну и, конечно, я их никогда не видел в жизни. И, естественно, захотелось мне это все запечатлеть, оставить в истории, потому что уже состояние было их
мягко говоря, не вождецкая. Ну, годы-то идут, время идет, и ничего не щадит. Поэтому я вот выпросил у директора эти фотоальбомы, оцифровал и сделал вот видеоролики. Родную школу 25-ю поздравляю с юбилеем, с 60-летием. И, конечно, всем учителям, ну, работникам хочу пожелать здоровья и успехов. Всей своей ветеранской души, раз назвали так, приветствую всех, поздравляю с юбилеем, школу нашу родную. Ну, что сказать, в 25-ю школу я пришла 15 августа 1969 года. Люда помнит, оказывается, очень хорошо. Да. Ну, учитель – это человек слегка ненормальный, наверное, поэтому я до сих пор работаю завучем в 33-й школе. Ну, не учитель математики, естественно. Вот. Я всегда слежу за 25-й школой, и так как являюсь вот членом многих оргкомитетов всяких разных, я всегда радуюсь, что вот и в городских олимпиадах, конференциях вот эта цифра 25 мелькает все чаще. И поэтому я желаю родной школе успехов, дальнейшего процветания. Пусть детям будет светло, тепло, комфортно, уютно в этой школе. И я очень рада, что Иван Юрьевич, когда школа открывалась, вот это здание, я ему тогда пожелала из прорабов стать быстрее директором школы. И он стал директором именно. Пока строил школу, он прорабом был практически. Вот. Чтобы школа процветала. Всем вам желаю добра, здоровья и всяческих удач и успехов в наступающем году. Здравствуйте, дорогие друзья. Я Смирнов Александр Сергеевич, выпускник 25-й школы. В 1985 году поступил в первый класс. В 1995 году закончил 11 классов. Значит, у меня только радостные воспоминания об учебе, о школьной жизни. Вот, когда пришел в первый класс, директором была Березовская Рима Дмитриевна. Ее муж Леонид Евгеньевич был преподавателем урока труда. Очень хорошие воспоминания о тех навыках трудовых, которые этот талантливый учитель преподавал ученикам. Работа со стамесками, с рубанками, на станках деревообрабатывающих, с линейками. И все это запомнилось и пригодилось в жизни. 90-е годы, да, они были не сладкими для всей страны. И я помню, когда прекратилось существовать пионерия, комсомол. Вот, сам был октябренком, был пионером. Помню, когда из-за проблем с успеваемостью, с оценками моего брата, одноклассника, была проблема вступления в пионеры. Вот, на год отсрочили, пришлось подождать год, но тем не менее обиду на брата не держал, он подтянул свои оценки и вместе с братом вступили в ряды, дружные ряды пионеров. Очень теплые воспоминания, красный галстук, значки. Все это мы носили, от нас это требовалось, от государства, от учителей. Учителя были, любимые учителя Стрелова, потом, вот, значит, Хвостолева Светлана. Да, она потом стала директором 25-й школы. Значит, Комарова Альбина Арсеньевна, очень прекрасный преподаватель, сильный математик, алгебра, геометрия, это ее конек. Она, значит, преподавала очень сильный преподаватель. И ну, с желанием ходили на ее уроки. Значит, могу вспомнить о том, что на переменах было весело, с друзьями, одноклассниками, посещали параллельные классы, общались со старшеклассниками.
Было весело, играли в разные игры на переменах, обменивались марками, были коллекционеры, монетами обменивались, фантиками от жевательных резинок. Ну вот было интересно посещать школу. Ходили всегда в школу с большим желанием достичь что-то нового, познать новое. Учителя всячески этому способствовали, прививали знания. И очень теплые воспоминания. Спасибо родной 25-й школе за то, что дали дорогу в жизнь. Дорогие педагоги, дорогие гости, вы меня очень хорошо знаете. Вот. Я хочу сказать, когда я пришла в эту школу, мы, собственно, пришли вместе с мужем, Гроздовским Олегом Михайловичем. Он профессиональный баянист, работал раньше в педагогическом училище на музыкальном отделении. Ну и создали здесь ансамбль «Сударушка», детский ансамбль. И одновременно я работала в 20-й школе, 14-й школе, 26-й школе, ну там буквально по часу в неделю. Ну что я хочу сказать, что наши ансамбли, Русичи, Сударушка, Гармония, ну о них город знает, народ знает. Они много выступали на городских мероприятиях. В школе вообще прогремел. Он имеет очень много наград. Вот. Много нас приглашали, даже в Санкт-Петербург, приглашали в другие города. Но в связи с тем, что средств на проезд нет, на различных мероприятиях. Также я являюсь руководителем хора ветеранов Сайсарской раздолья. Был у меня вокальный ансамбль «Сударушка». Они многие уехали за пределы Якутии, поэтому, как говорится, развалилось. Но я не теряю надежды. Наконец-то, может быть, нам кто-нибудь даст помещение. Мы уже 5 лет без помещения, и нам заниматься негде. Хору ветеранов. Я очень рада, что пришла в эту школу и здесь проработала почти 37 лет. А вообще у меня стаж 54 года. Я поздравляю свою любимую школу с юбилеем. Меня зовут Виолетта Винокурова. Я учусь в 6 классе. Меня зовут Другина Илона, я учусь в 6 классе. Мы поздравляем школу со 60-летием. Школа развивалась больше, стала больше красивой. Меня зовут Ефремов Сулсай, ученик 6 класса, мой высокий номер 25. И мы всем классом поздравляем нашу школу с юбилеем. Я очень рада вас видеть всех, гостей, своих учителей, учеников. И необычно для меня в этой школе все, потому что я, когда приехала сегодня, то почему-то водителю говорю, вот к другой школе подведите, вы меня неправильно, он меня сюда подвозил. Вот в той школе, в этой я еще не была, когда она открылась, ну не так же давно, да? И все так необычно, ново. Ну, они уже знали, кто их такая. Конечно, обо мне все там узнали, брать ее, не брать в эту школу. Школа была сильная, методически подготовленная. К нам приходили учителя из других школ и списывали с плакат какие-то там для себя что-то полезное. Приходили на семинары, Людмила Захаровна часто приглашала их. И вот Рима Дмитриевна спросила, а вы не боитесь со слабого звена прийти вот в сильное звено? Ну, типа, как у вас получится и так это. Ну, действительно, знаете, было сложно, потому что приходилось не отставать, нужно было наверстывать, нужно было идти в ногу со своим коллективом, трудиться. Ну, работала, что поделать. Сейчас мы говорим о своих результатах. Коллектив наш. Я сама училась в этой школе, пришла сюда, закончила здесь 8-летку, тогда была, потом ушла в 8-ю школу, ну и через энное количество лет вернулась сюда уже педагогом. Родная школа,
Вообще район весь этот родной такой, все родные лица, так приятно всех видеть. Я, конечно, вас всех поздравляю с юбилеем и надеюсь, что до следующего юбилея мы еще с вами тоже будем встречаться и встретимся также в следующем юбилее. Школа бывает, моя школа бывает мне заведу, я покажу тебе жизнь экзамене, родителей. Учительница культуры народов Республики Саха-Якутия Кириллина Сарглана Прокопьевна. Поздравляю родную школу с 60-летним юбилеем. Желаю всем добра, света, любви, всех благ и благополучия. Чтобы детишки радовали, были здоровы, крепкие, радостные, счастливые, чтобы было мирное небо. Всего-всего самого доброго. Десятилетию родной 25-й школы. Здесь собрались многие поколения, которые работали, учились в данной школе. Я просто хочу немножко напомнить историю. Школа была создана в 60-е годы. Молода Сергеевича педагогическая общественность очень хорошо знает. После он стал директором педагогического колледжа, многие годы работал. Ну и, конечно, это самые сложные годы, когда был распад Советского Союза. Римма Дмитриевна. Очень хорошие показатели были в данной школе. И микрорайон тоже был престижный, я бы сказала. Здесь в основном интеллигенция, геологи, да, и, в принципе, и родители всегда с требованием относились к данной школе. Я потом помню 2000-е годы, когда ставился очень серьезный вопрос к материально-технической базе, созданию условий, особенно по противопожарным требованиям, антитеррору и так далее. Когда мы перед началом нового учебного года посещали школы к приемке, мы приехали в эту 25-ю школу, самую аварийную школу в городе Якутске. Она тогда была самой аварийной. Вы все это очень хорошо помните. Единственное, то, что был более такой объект, это спортивный зал, который был построен по программе «Добрые дела». Далее ставится вопрос, как улучшить материально-техническую базу, создать условия для детей. И Ивана Юрьевича отправили с Алексеем Кузьмичем, директором данной школы. Почему он был направлен именно в эту школу? Потому что он у нас работал в Министерстве образования, в нашем подвесном учреждении. Вот как раз Василий Васильевич подошел, да, Республиканском центре развития образования, да, и конкретно, конечно, перед ним была поставлена задача, руководство республики будет включать программу, да, строительства школ, и конкретно надо будет эту школу построить. Остался 1 год, 23-24 году, как достичь этого. Условия все созданы, но самое главное, я хочу сказать, что новый стандарт образования, федеральный обновленный, по ЕГЭ у вас неплохие показатели. Вот, Вера Васильевна здесь тоже присутствует, оказывается, да. У вас неплохие показатели, а с другой стороны я хочу напомнить, поскольку здесь присутствуют директора Сальсарского округа, про функциональную грамотность. Функциональной грамотностью надо заниматься. Уважаемые учащиеся, родители и бывшие ученики 25-й школы, от всей души поздравляем вас с этим праздником, 60-летием нашей школы. Мы выпускники 1984 года, выпускники 8 А и 8 Б. Желаем процветания и всего хорошего нашей школе. Добрый день. В этот 60-летний юбилей хотел тоже пожелать учительскому составу школы номер 25 процветания, благополучия, полных классов, полный класс улыбок детей, чтобы они хорошо учились, желательно, конечно, на одни пятерки,
4 тоже хорошая оценка. Ну, мы-то троечники, и то это нам не помешало прожить жизнь, да, ну, как сказать, не на широкую ногу, но мы жили ее полностью, прожили свою жизнь богато. Богатые были отношения у нас, богатые были у нас мероприятия в школе, мы выходили в турпоходы. Желаю своей школе, родной 25-й, чтобы она процветала, как ты тоже желал. И всего самого наилучшего. Передаю микрофон своему однокласснику. Я присоединяюсь к словам своих одноклассников и желаю процветания своей любимой родной школе. Всем большое спасибо. Дорогие коллеги, другие учителя, выпускники, я искренне поздравляю себя, что наша гордость, 25-я школа, отмечает 60-летие. Безусловно, 60 лет – это очень большой срок. И выпускники на 25-й школы всегда будут гордиться именно коллективом, учителями. Вот Иван Ильич сказал, теплота школы, которая создана вашим коллективом, она всегда будет согревать сердца ваших воспитанников. И, безусловно, они с гордостью будут говорить, что мы сайсанские, мы 25-я школа. Манда белеге өтөктөр наурада бастыкы алпабыта бар, алпабытын кинегете онна хака кызын таба хөрүйүтө, көтөрүйтө хөрүйүтө бар. Манда көзөн калса табалып. Учитель физической культуры Корякин Александр Вадимович. Добрый день, меня зовут Слепцова Варвара Петровна, я здесь в 25-й школе работаю уже 5-й год. Сегодня у нас великий день, можно сказать, юбилей нашей школы. Поздравляю школу с юбилеем, желаю дальнейшего процветания. И, конечно же, спасибо всем нашему коллективу за все. Фауны. Проекты наших детей занимают почетные места в республиканских, российских и международных конкурсах. Наша новая школа отличается от других школ тем, что у наших детей есть великолепная возможность заниматься художественной гимнастикой, не выходя из школы. Также здесь готовят сборную команду Республики Саха-Якутия по художественной гимнастике. Я Платонова Полина, участница 6 А класса, ученица 25-й школы. Сколько раз я не меняла эту школу, мне понравилась именно такая школа. Очень хорошие учителя, очень хорошо учат, мне очень нравится. Особенно наш класс очень дружелюбный и пытается как-то помочь. Я рада, что учусь здесь, узнаю новые предметы. Это очень хорошая школа. Я советую прийти сюда и учиться с нами. Потому что это самая лучшая школа, где я была. Всероссийских коврах по вольной борьбе под руководством заслуженного тренера Республики Саха-Якутия Крылова Николая Романовича. Якутской городской думы Семенову Альберту Никандровичу. Учителя, работники
уважаемый Иван Юрьевич, дорогие гости, добрый день. Разрешите мне от имени Якутской городской думы от себя лично поздравить вас с этим замечательным, знаменательным событием, с 60-летием школы номер 25. Действительно, 60 лет – это серьезный возраст, это серьезный рубеж. И надо отметить, конечно же, что за все эти годы, благодаря талантливым учителям, была выпущена целая плеяда прекрасных выпускников, которые влились в экономику нашего города. Своими знаниями они развивают город Якутск. И здесь, наверное, стоит отметить, что благодаря неустанному труду педагогов, в первую очередь, конечно, ветеранов, проводится очень большая работа. В школе разрабатываются очень хорошие проекты. Год уходящий, вы знаете, он юбилейный для всех нас. И, конечно же, вдвойне приятно, когда в этот юбилейный год, столетие республики, 390-летие города Якутска, 200-летие первого представительного органа города Якутска, Якутской городской думы, прибавился еще один юбилей. Вот как Иван Юрьевич сказал, в конце года, в декабре, исполняется ровно 60 лет школе номер 25. И, конечно, это очень отрадно. Мы завершаем этот год таким хорошим юбилеем, с такими результатами. И, конечно же, мы очень рады вашим успехам. Ну и, как я сказал, я поздравляю, во-первых, с юбилеем, ну и всех с наступающим Новым годом, с Рождеством, здоровья, успехов, счастья, бодрости, веселья, хорошего настроения. Людмила Михайловна, учитель социальных наук. Начинаем урок. Четыре разделить на 0,8. Можно делить на десятичную дробь? Нет, нельзя. Значит, что надо сделать? Перенести запятую просто на один знак назад. То есть умножить число на 10. Тогда первое число надо тоже умножить на 10. София, сколько будет? Какой пример получим? 40 разделить на 8. Ответ 5. 5 умножить на 50. Кто? Ну давай. 5 250 разделить на 2,5. Ага, пожалуйста. 25. Я запятую перенес перед пятеркой. После пятерки, да? И что получаем? То есть умножили и делимое делитель на что? На 2000. На 10 умножили. Получаем 2000. Получаем? Получаем 40. 2500 Я делим. не понял. 2500 делим на 25. Правильно? Получаем 100. 100 плюс 110. 981. 1962. Кто-то знает, что это за число такое у нас получилось? 1962. Что это за год? Это год, когда появилась наша школа. Молодцы, это год, когда появилась наша школа. Была построена маленькая деревянная наша школа. И началась история нашей школы. Сегодня вот в рамках празднования 60-летия
нашей школы мы проводим вот этот наш урок, да? Так, а теперь скажите, пожалуйста, кто знает, сколько директоров было в нашей школе? 11. 11. Сколько? 3. 4. Не знаете? 3. Вот здесь есть цифра, которая вам подсказку даст. 4. 6. Вот смотрите, закончилось все числом 1962, а первая цифра – это количество директоров, которые были в нашей школе. Так, если вы не знаете, то чтобы знали, смотрим. Вот это первый наш директор. Как его зовут? Кто знает? Фамилия была Киркоров. Слепцов. Слепцов Молот Сергеевич, да? Молот, да. Так, второй директор. А Слепцов Молот Сергеевич у нас работал 4 года директором, потом пришла Березовская Рима Дмитриевна. Вот это человек, который был моим директором, когда я училась тоже в этой 25-й школе. И моим тоже. Да, и вот этого человека. Так, дальше. И потом, после больше 20 лет, тоже Рима Дмитриевна проработала, пришла к нам Хвостелева Светлана Юрьевна, она тоже выпускница нашей школы, пришла работать, учитель немецкого языка, потом была назначена директором. 4-го директора мы с вами все прекрасно знаем, правда? Кто это? Захаров Иван Юрьевич. Не надо вам его представлять, все же знаете, да? А вот вдалеке виднеется лагерь Кенкеме, вон там ходит Иван Юрьевич. Я Марина Родионовна, учитель русского языка. Поздравляю любимую школу с 60-летним юбилеем, желаю ей процветания, благодарных родителей, успешных учеников, пусть она продолжает цвести и расти. Здравствуйте, меня зовут Погадаева Ольга Александровна, я училась в 25-й школе, закончила в 95-м году. Поздравляю всех учителей с юбилеем, желаю счастья, радости и очень благодарна за их внимание, старания и все, что они нам дали. Это единственный был наш свет в жизни, источник информации. Я очень благодарна и рада, что я знала таких хороших учителей. Спасибо. Обеспечение развития образования Министерства образования Республики Саха-Якутия Петрову Василию Альберт Никандрович, разрешите от имени Центра ресурсного обеспечения и развития образования нашей республики, от имени Министерства образования и науки и от себя лично горячо и сердечно поздравить с юбилеем. Федосия Васильевна, действительно, эта школа буквально на наших глазах превратилась из старой ветхой школы в самую современную в нашем городе, одну из современных в нашей республике. Мудрости, вот такую сову. Летнюю добросовестную работу в системе образования нагрудным знаком «Отличник образования Республики Саха-Якутия» награждается Кириллина Сарглана Прокопьевна. Система образования и добросовестный труд награждаются Непомнящий Татьяна Александровна, учитель начальных классов. Здравствуйте, меня зовут Непомнящих Татьяна Александровна. Я в этой школе работаю сразу же после института. Как только закончила, пришла сюда, и вот уже 16 лет работаю в этой школе. И застала еще деревянное здание, и новое здание. Хочу пожелать
вообще всему коллективу, администрации, учителям, родителям, детям крепкого здоровья, счастья, побольше позитива, и чтобы всегда над головой у нас было чистое небо. Учитель начальных классов. Роль Василия Васильевича, когда работал в городе Якутске в качестве начальника управления образования, за что мы ему очень благодарны. Меня зовут Мигалкина Сахая Давыдовна. Я учитель математики СОЖ номер 25. Так, поздравляю с юбилеем родную школу, 60-летием. Желаю всем педработникам успехов, ученикам тоже успехов. И желаю счастья, конечно же. С наступающим Новым годом. Ну, изначально я хотела быть бухгалтером-экономистом. Отучилась и параллельно отучилась на учителя математики. Детей всех люблю очень, поэтому и работаю в школе. Дорогие друзья, уважаемые ветераны, педагоги, обучающиеся и выпускники замечательной школы номер 25 городского округа город Якутск. Дорогой Иван Юрьевич, от имени окружной администрации, главы городского округа города Якутск Евгения Николаевича Григорьева, разрешите сегодня всех в лице директора замечательной этой школы поздравить с этой датой. Вот стою под замечательным... Здравствуйте. Мещерякова Галина Геннадьевна, выпуск 1976 год. Школа на 1 год младше нас. Поздравляем всех с этим замечательным праздником. Здравствуйте. Мещеряков Алексей Геннадьевич, брат Галины Геннадьевны. Нас 5 человек. Поздравляю. Я год моложе школы. Выпуск 78 года. От души поздравляю школу, родную школу с юбилеем и желаю процветания. Здравствуйте, меня зовут Протасов Андрей Петрович. Я выпускник школы 25 71 года. Раньше мы жили в этом, как сказать, районе. Ну, наша вообще школа была напротив дома. Ну, что хочу? Хочу поздравить всех выпускников, с которыми мы вместе учились. И самое главное, коллектив школы, чтобы дальше продолжали сеять доброе, умное, вечное. С праздником их, с праздником всех. Боднер Лена Игоревна, учитель математики. Дорогая школа, ты мое детство, ты моя юность, ты мое взросление, ты мое становление. Я люблю тебя, я поздравляю тебя, я желаю тебе дальнейшего продвижения к успеху. И хочу еще долго быть с тобой. Счастья тебе и процветания. В директорском корпусе мы часто приезжали в 25-ю школу, потом уже работая в управлении образования. Тоже, когда стал вопрос обновления школы, строительства школы, с Василием Васильевичем начали, наверное, с Алексеем еще Кузьмичем, когда составляли план развития сети строительства школьных объектов, пристроек, еще вот Надежда Константиновна сейчас, наверное, тоже об этом думает. Конечно, большая работа была проведена. Я, конечно, прекрасно помню коллектив
замечательной 25-й школы, как бы они ни функционировали в одноэтажном деревянном покосившемся здании 25-й школы, но всегда, как только переступали порог данной школы, всегда там стоял дух творчества, дух взаимопонимания, дух доброты и любви к своим ученикам. От главы городского округа города Якутска. Так, ну и в первую очередь, первая награда, конечно, как хозяину этого здания Захарову Ивану Юрьевичу сегодня вручается юбилейный знак в честь 390-летия города Якутска. Александра Сергеевича знаком отличия «Гражданская доблесть» награждается учитель начальных классов Шатрова Любовь Ивановна. Во всех начинаниях. На протяжении долгих лет нас связывает тесное сотрудничество. И сегодня мы искренне благодарим вас, дорогие родители, и наша дружба остается неизменной. Уже 60 лет горит в окнах нашей школы свет знаний, любви и добра. Среди выпускников школы есть врачи, инженеры, спортсмены, офицеры нашей армии, люди творческих профессий и, конечно, учителя, работающие в нашей школе. Для поздравления приглашается начальник управления образования окружной администрации города Якутска. Я Митрохин Егор, учащийся 6 А класса. Я хочу поздравить эту школу с 60-юбилеем. И хочу сказать, что эта вся школа становится с годами все лучше и лучше. И все. Меня зовут Иванова Валера, я ученик 6 А класса в школе номер 25. Я поздравляю с юбилеем эту школу и с Новым годом. Педагогические, ученические, родители славной школы номер 25 города Якутска. Я на соседних улицах и помню, что мы, когда в сторону Елочку шли, было ощущение, что едем в Тишинырный район города Якутска. Потому что здесь был магазин «Елочка», пятиэтажные деревянные дома, что для города Якутска это тоже было очень тогда в те времена, да, прилично. И самое главное, что это был такой район, в котором проживала научная интеллигенция, как сказала Феодосия Васильевна, те люди, которые стояли у истоков создания и развития промышленности Республики Саха-Якутия. И, конечно же, дети вот этой интеллигенции учились именно в 25-й школе. И мой сыном Славкин, корейскую фамилию запомнил. Вот. Затем вот Березин у вас, учитель технологии, очень. То есть, когда организовывала Junior Skills в республике, вот для меня открытием стало участие 25-й школы, потому что во многих компетенциях, вот помню, что вот вы были зачинателями по гробельному делу, ребята просто выстрелили не только на уровне республики, но и на всероссийском уровне. В городе Краснодар, когда вот шел чемпионат уже, финальный этап, там была чуть ли не драка среди вузов за то, чтобы ребята из 25-й школы выбрали именно их вуз вот, по строительной отрасли и попали, и выбрали их, и пошли к ним на учебу. Окружной администрации города Якутска награждаются Иванов Нергуян Семенович, учитель физики.
Но все еще наш грузик не погружен полностью в воду. Погрузим его полностью. Сейчас фокус поймаем. Сила тяжести также, вот мы находимся на земле, сила тяжести всегда стремится вниз. Рисуем нашу силу тяжести. Вода, как мы с вами видим, действует на наше тело, выталкивает. Как мы можем тогда назвать эту силу? Выталкивающая сила. Все. При изучении его во второй раз здесь одна сила. В конце концов, оно уравновесило, значит, они друг другу равны. Мы пишем сила тяжести равна чему? Айдарина Юрьевна. Меня зовут Григорьева Анжелина, я в 6 В классе. И желаю вам всем удачи и хорошего вам настроения. И были вы здоровы. Меня зовут Григорян Григорий, я ученик 25-й школы 6 А класса. Я поздравляю эту школу с 60-летием. Это большие года. И я хочу еще раз поздравить эту школу. Каждым годом эта школа становится все лучше и лучше. И остается она таким же хорошим, как и была раньше. Всегда, когда такое юбилейное мероприятие, приглашаешь гостей, всегда начинаешь. Здравствуйте, меня зовут Вероника. Я ученица 3 Д класса, школа номер 25. Мне нравится эта школа тем, что она обеспеченная, она красивая, она большая. И я хочу поздравить от всего сердца нашу школу с юбилеем 60 лет. Спасибо большое учителям за то, что они нас поддерживают в любых ситуациях. Эртюкова Ольга Валерьевна. Приглашаем вас с этим замечательным днем, днем рождения нашей дорогой, любимой, родной школы. Хочется пожелать всем процветания, добра, здоровья и всего самого наилучшего. И Чинякину Людмилу Михайловну, учителя начальных классов, которая на протяжении нескольких лет, с 2013 по 2016 год, руководила Здравствуйте, меня зовут Зоя Макаровна Волкова, я учитель начальных классов. Поздравляю сегодня с юбилеем родной школы. Желаю всем крепкого здоровья, процветания и успехов. Я хочу поздравить от всего самоуправления, от всей школы, от всех моих друзей, моих знакомых, всех участников, учеников, вот от всего состава. С праздником вас, ребята! Поздравляем! Дорогие друзья, сегодня у нас очень такой радостный день. В нашей родной школе исполнилось
60 лет. 60 лет это, я считаю, немалый срок. И очень много выпускников, много поколений прошли через стены еще деревянной нашей школы. Сегодня, как вы все знаете, школа очень современная, располагает всем необходимым. И коллектив большой. На сегодня в школе учатся 1300 детей, более 100 работников в коллективе, 60 педагогов, обслуживающий персонал. Понимаете? Поэтому школа на перспективе, сам район растет, он преобразовывается. Соответственно, население растет. И, конечно, соответственно, количество детей возрастает с каждым годом. Дорогие наши выпускники, мы знаем, что школа знает, как вы любите свою родную школу разных поколений. К сожалению, сегодня не пришли многие по многим уважительным причинам. Мы всегда ценим наших ветеранов, наших директоров, Молота Сергеевича, Риму Дмитриевну, Светлану Юрьевну, которой я перенял эту школу. История, тот дух, который веял в стенах еще деревянной школы, я считаю, что он есть. Несмотря на то, что коллектив резко растет, но при этом из 60 учителей костяк, такой опытный костяк остается еще со старой школы, которые работают с 80-х лет. И сохраняется преемственность в школе. На сегодня у нас работает в школе 5 выпускников школы. Это Чинякина Людмила Михайловна, это Боднар Елена Игоревна, это сестрички Елена Вячеславовна Подереча, Изольда Вячеславовна Емельянова. Понимаете, это очень, считаю, такой серьезный показатель, когда любишь школу и предан школе. Я всегда говорю молодежи, берите пример, несмотря на конъюнктуру, несмотря на плохие условия, коллектив работал. И конечно, имея такие условия, мы должны показать хорошее качество образования, как было это при Березовской, когда школа гремела по физмату и так далее. Мы к этому стремимся. Мы всегда стараемся больше кружков, больше спортивных секций, работаем над развитием разносторонности ребенка. Всегда стараемся дать шанс, имея с учетом наших ресурсов и кадрового потенциала. В принципе, всем необходимым мы считаем, мы даем детям. И хочется, чтобы великая награда учителя что? Это благодарность ученика. И мы хотим видеть в наших сегодняшних учениках благодарность учителям. Желаю вам, дорогие выпускники, успехов, благополучия, здоровья и с наступающим Новым годом, с праздником нас, с юбилеем нашей родной школы. Нам 60 лет. Спасибо.